Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто за вами тайно следит и как, с какой целью это делает? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и, соответственно, загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я упираю назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, следит ли кто за вами, кто этот человек, как это делает, с какой целью. Так, ну сами видите, что следит. Есть этот человек, причем вот он основной вышел, сами видите, да, и есть еще несколько людей. Кто за вами следит больше всех? Да тот, кто вас любит. Смотрите, как, да? Вот сидит и смотрит куда-то, то ли в зеркало, то ли в монитор. И знаете, что интересно? Интересны все дороги вашей жизни. Ваша личность, ваши мысли, ваши контакты, ваши интересы. У кого-то это отыграется, как 100% следит ваш муж за вами, да, если вы в браке, либо ваш партнер, если вы в отношениях. Однозначно, тот, кто вас любит, причем тут хочется сказать и сердцем, и душой, следит за вами. Особенно актуально для тех, кто в самом начале отношений, либо для тех, у кого сейчас отношения, скажем так, не очень, да, с переменным успехом. Здесь человек, может быть, не видя своих каких-то косяков, больших да малых, пытается найти какое-то препятствие с вашей стороны, да, то есть она себя так ведет, потому что у нее какие-то другие интересы в жизни, да, потому что, может быть, другой мужчина, да, появился, либо там, решила всю жизнь поменять, меня там бедняжечку под зад коленом, да, и жить в свое удовольствие. То есть какие-то вот такие мысли. Сокрушается о том, что какой-то момент упустил. Но опять же таки, да, нежелание смотреть в себя, со своей стороны находить какие-то ошибки. Человек за то, чтобы сохранить эти отношения, сохранить вот это ваше гнездо, да, вашу любовь, ваше соединение, да, то есть семью хотел бы сохранить, хотя, знаете, что я вам скажу, девочки, может быть, но это не у всех, конечно, у единиц, наверное, да, мужчина сам в чем-то виноват, либо мысли крамольные были, либо поступки какие-то были лихие. И он вот по своему лекалу вас мерит, да, думает, что если я там на кого-то засмотрелся, то и она 100% на кого-то может засматриваться. Будьте готовы, что человек, вот видите, он смотрит куда-то в монитор. Это значит, что сети социальные все ваши просматриваются, все ваши гаджеты, да, будь то там телефоны, планшеты, компьютеры. Все просматривает, все везде знает, там, не знаю, девочки, кто, ведет какие-то, может быть, там диалоги, может, кто знает, да, все мы разные, у всех есть свои секретики. Если у вас такие секретики есть, не забывайте чистить историю браузера. Не то, чтобы я тут вас лихом мучу, но все бывает, да, может, вы там подруге какой-то пожаловались на его поведение, а вот он прочитает, а может еще вам, извините, допрос пристрастием устроит, что-то ты личную жизнь нашу на публику выносишь, да, чтобы такого не случилось. Я знаю, что девочки, которые меня смотрят, вы серьезные, вы ответственные и не станете, да, только лишь если уж действительно там любовь, чувства, да, и прочее. Я в вас уверена, понимаете. А вот в мужчинах ваших я не уверена, потому что мужчины приходят разные. И не всегда меня радует то, что я вижу на песке. Вот этот мужчина меня тоже не радует, потому что он какой-то, прямо, знаете, у него в последнее время как какой-то маниакальный синдром выработался. Прям
Он везде видит какие-то там подвохи, там подводные камни, узкие места и прочее, прочее. Особенно будьте аккуратны, кто с таким человеком в браке, либо хотел бы вступить в отношения, может быть, вы там встречаетесь, присматриваетесь. Ревнивец еще тот. И вот не дай бог, конечно, но у кого-то вот отыграется, что мужчина сам грешит, да, и потом еще на вас вот эту тень отбрасывают, что, ну, если, ну, как бы я, да, то она, что 100% тоже, да. Вот это мне не нравится. Поэтому будьте аккуратны, будьте бдительны и не стесняйтесь, да, если поймали его на горячем, прям и, как говорится, носом его туда ткнуть и сказать, ну, а что, в чем дело? Рабство отменили, я не твоя вещь, я свободный человек, каждый имеет право на свою какую-то зону, да, личную, зону комфорта личную. Почему-то ты лазишь в моих вещах, давай тогда свой телефон мне на проверку, да, либо там оправдывайся за какие-нибудь, там, не знаю, там волосинки, которые там на твоей одежде, да, там прилипли. Рассказываем, я там на работу поеду, там со всеми твоими женщинами, коллегами переговорю, камеру мы тебе прицепим, да, прям на лоб будешь вот ходить, да, и я онлайн буду отслеживать, где ты, с кем общаешься. Прослушку давай тебе поставим, да, чтобы прям, знаете, вот для деток есть такие умные часы, смарт-часы, да, где можно прослушивать в живом режиме, что вокруг происходит. Вот тоже ему скажите, что нет, ты мне не доверяешь, и я тогда тоже так буду поступать. Вернее, знаете, как скажите, это не потому, что не доверяю, а потому что хочу тебя оградить, да, от каких-то неприятностей. Вы понимаете, вот можно эту тему обыграть, потому что он знает, что он шкодит, он знает, что это неправильно, у него есть за это чувство вины. И если вы девушка такая смелая, да, и своего мужа либо жениха поймаете на таких вещах, можете даже что-то вот прям из этой ситуации для себя выгодное извлечь. Вот так вот. Так, кто еще за вами следит? Ну, тут однозначно за вами на работе наблюдают, причем то ли начальник наблюдает, то ли какие-то руководители. Вот кто-то к вам присматривается к вам, значит, с профессионально. Ой, и куда ж без этого? Тут человек видит вас профессионала, но больше он видит вас женщину. То есть здесь к вам порывы и желания. У кого-то отыграется так, что начальник, мужчина, здесь однозначно не паренек, здесь вот такой, знаете, уже более-менее состоявшийся, то есть там от 40 и более человек, определенно женат, определенно такой прям семейный, и вот он к вам горит, огромное желание к вам. Может быть, вы там стараетесь, работаетесь, вас, ну как, не двигают, не продвигают, и у вас вопрос, почему? Да потому что он сам себя боится, что чем ближе вы к нему будете, тем сложнее ему будет контролировать, ну, вот эту свою похоть, ну что, буду говорить как есть. Все мы девочки взрослые, что тут скрывать. Потому что здесь огромное желание вас соблазнить. Вот он вас соблазнит, а потом сам себе и думает, боже, а что же дальше делать, да? А вдруг влюблюсь, а вдруг то сё. Страшно. Поэтому держит вас на расстоянии, но постоянно на вас слюнки пускает. Ну, вы это и чувствуете. Вот, девочки, чувствуете, что тут кривить. Если вы думаете на этот роман, каким он будет, тут я вам так скажу. У кого-то это судьба, потому что крест идет. Прям можете этого мужика себе забрать и женить на себе. Ну, это я, конечно, утрированно говорю, да, замуж за него пойти, правильнее сказать. И жизнь свою устроить, и карьеру сделать, и обеспечить себя полностью можете. Но есть девочки, которые вот прям такие, знаете, не стервочки, да, наоборот, вот такие жертвенные, которые она по любви пойдет, да, и работу потеряет, еще и с разбитым сердцем останется. Вы себя знаете лучше, чем я вас, да. Вы, если вы такая пробивная девушка, либо девушка, которая, ну, стерва, да, это в данном случае не ругательство, а наоборот считайте, что похвала, то почему бы и нет? Почему бы и нет? Мужики же могут нас использовать, да, о чем мы. Вот. А если вы девушка вот прям такая ангелочек, спокойная, скромная, то лучше не надо, потому что, ну, понимаете, вот этот крест, он как и в плюс, так и в минус может выйти, понимаете. Тут нужно отдельно вообще такие ситуации просматривать. Ну, я вас как бы как могла предупредила, а вы уж дальше по своей интуиции. Вот, кстати, опирайтесь всегда на свою интуицию. Вот поверьте, девочки, свое внутреннее настроение, оно
ну, ни один вот там специалист так вас не считает, как вы сами себя знаете. Вот развивайте в себе эти способности. Они практически есть у каждой женщины, у каждой. А если вот вообще людей взять, то они в каждом практически живут, да, и у мужчинах, и женщинах, в ком-то сильнее, в ком-то слабее. Все зависит от того, насколько ваш род в свое время, да, практиковал, либо наоборот отказывался от этого. Есть люди, которые, знаете, как пошли по какому-то фанатичному религиозному пути, они в себе это всячески там блокировали, обрезали, открещивались там от этого, да, потеряли. А есть люди, которые наоборот, да, там практиковали, и вот откуда взялось это, да, дар по наследству перешел. Ну, ничего подобного. Это не дар по наследству перешел, это у вас такой генотип, понимаете, вам такой ген передали. Это ваше внутреннее родовое. То есть, смотрите, вот даже на примере, например, извините, отвлекусь, да, на примере моей семьи. У меня были в роду, как с одной, так и с другой стороны, так и там с третьей, четвертой, да, люди, которые в свое время чем-то занимались. Были там бабушки-травницы, там лекарки, знахарки, повитухи. То есть женщины занимались. Вот у меня есть еще брат. У моего брата тоже есть способности. Хотя вот он, знаете, как бы, ну, может, просто что очень молодой, ну, как бы он использует их для себя, да. Но все равно, как бы я девушка, да, женщина, мне передалось вроде как по женской линии, да, но а он же ведь мужчина, ему тоже передалось. Поэтому это все в генотипе заложено. Но вообще это все люди вот на Земле изначально этим обладали. И благодаря этому человечество выживало и дожило до сегодняшнего дня. Поэтому, чтобы вы там, вот я просто знаю, иногда вот помню какой-то комментарий был, мне прям так, ну, немножечко неприятно стало, да, вот девушка мне какая-то написала, вот ха-ха-ха, как это так, все типа там гадалки, ясновидцы. Да, все, вот как-то так. Хотите верьте, хотите нет. Если бы этого экстрасенса у людей не было, да, дополнительного чувства, да, вот, все же звери этим обладают, если вы, кстати, не знали, то человечество бы и не выжило. Поэтому, может, вам смешно, но это действительно так, это действительно правда. Вот, так что всегда доверяйтесь своим чувствам, своим ощущениям, своим вот каким-то, да, внутренним подсказочкам. Опирайтесь на это. Это вот я всегда всем говорю, что это очень важно. Важнее, чем всякие там модные, там всякие экстрасенсы и провидцы. Вот поверьте, вы ничем не хуже. Просто вы в себя немножечко не верите, да, либо не доверяете. Всегда же проще, да, послушать кого-то другого. Поэтому вот вам важный такой совет. Дальше, кто еще за вами наблюдает? За вами наблюдает мужчина, с кем вы, скажем так, расстались очень болезненно. Здесь может быть, ну вот я не могу тут четко сказать, это ваш какой-то бывший парень, либо это ваш какой-то, может быть, родственник, может быть, отец, может быть, не знаю, там брат, может быть, там какой-то, даже не знаю, человек, который был вхож в ваш дом, в вашу семью, в ваше сердце. То есть, может быть, бывший муж мамы, да, то есть так даже может отыграться. Человек, который вас обидел, но и которого и вы обидели. Этот человек не то чтобы наблюдает, он вашей жизнью интересуется. Человек чувствует, что у него какие-то, может быть, долги по вам остались, либо человек может быть в плохом состоянии, может быть болезненно, может быть кому-то ходил, обращался, и ему сказали, что вот за тобой числится вот такое вот преступленица, да. Хотел бы он с вами как-то найти диалог, хотя бы, знаете, как попросить прощения у вас хотел за то, что тогда вам наговорил, либо плохо поступил, что-то плохое сделал. Вот он о вас знает, он знает о вашей жизни. Вот с кем-то он ведет разговоры о вас и о вашей жизни. И ищет тот момент, либо то состояние ваше, чтобы к вам прийти и с вами поговорить. Очень хочет, но как бы за это боится и переживает. Так, ну еще самый важный момент.
Здесь какой-то вот сосед, соседка, человек, который близко, но не родной и не в контакте, в прямом с вами находится, за вами наблюдает. То есть у человека какой-то пунктик насчет вас, вашей жизни, считает вас, не знаю, как бы это сказать, селебрити, да, там какой-то богачкой, которая там шикует направо и налево. Еще, может быть, даже в каких-то мелких пакостях вас может обвинять, да, то есть думает, вот я тебя поймаю на горячем. Но тут, знаете, вот банальная зависть. Зависть тому, как вы выглядите, какая вы активная, как вам хорошо люди там относятся, те же соседи, например, да. То есть человек прослеживает. Вот вы уходите, он вас видит, отслеживает. Вы приходите, видит вас, отслеживает. Вот эти моменты вы тоже должны знать. Знайте, что в месте, где вы живете, либо в округе, где вы живете, у вас есть вот такой неприятный сосед, либо соседка, кто, ну вот знаете, как покоя, кого вы лишили, кто постоянно думает, как бы вас где-то на каком-то нехорошем деле поймать и уличить. Ну, у этого человека ничего не получится. Еще чуть-чуть за вами последит, потом найдет себе другой объект для слежки. Может быть, человек одинокий, либо человек с какими-то отклонениями. Так, мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.